Пятая обязанность – сохранение тайны. Благонравные женщины, безусловно, будут строго хранить тайны своих супругов, какими бы эти тайны не были, большими или маленькими. Тот человек, чьи тайны раскрыты, при достижении своей цели преодолеет серьезные трудности или не достигнет ее вовсе. А значит, тот, кто раскрывает тайны посторонним, наносит себе непоправимый вред. Хранилище тайны – душа, а ключ к тайне – язык. Тот, кто не хранит этот ключ надлежащим образом и не усмиряет этот ключ, то есть язык, без всякого сомнения является безумцем. По законам шариата, неумение хранить тайны считается большим грехом. Если женщина, осведомленная обо всем вышесказанном, не хранит тайны мужа, а распространяется о них посторонним людям, то не только вредит мужу, а отступает от норм шариата. Тот, кто не сохраняет свои тайны, говорит кому-либо: «Говорю только тебе, пожалуйста, не рассказывай никому», один из безумцев сего мира. Разве хватит сил сохранить чужую тайну постороннему человеку, если обладатель тайны сам не может держать ее при себе? Это, несомненно, выше человеческих сил. Недаром говорят, что человеку намного легче уберечь сотни золотых монет, чем маленький секрет. Тому, кто не умеет хранить тайны, нельзя доверять, не следует поддерживать с ним тесные взаимоотношения. Поэтому женщина, которая не умеет хранить тайны мужа, недостойна быть его женой. В том случае, если муж, обнаружив в нраве жены этот недостаток, решит, оказывается, ей нельзя доверять тайны, и начнет скрывать свои секреты от нее, как от своего явного врага, какое наслаждение останется от их земной совместной жизни как мужа и жены. Те жены, которые хранят тайны своих мужей, будут ими любимы и испытают их нежные чувства. Поэтому одной из важнейших обязанностей благонравной жены является сохранение тайн своего возлюбленного.